Северокавказстат представил информацию о состоянии сельского хозяйства Ингушетии за 6 месяцев текущего года. Объем производства продукции сельского хозяйства всех производителей региона в январе-июне в действующих ценах по расчетам составил 103,4%, сопоставимой оценки к уровню соответствующего периода предыдущего года. Так, в хозяйствах всех категорий на 1 июля нынешнего года по сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота выросло на 0,1%, поголовье птиц уменьшилось на 3,1%, поголовье овец и коз увеличилось на 2,2%. В Госдуме планируют закрепить в отдельном законе нормы мягкого регулирования искусственного интеллекта, заявил глава Думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Он отметил, что на сегодняшний день ИИ практически не регулируется на законодательном уровне, а лишь косвенно упоминается в законах. Как отметил депутат, внедрение искусственного интеллекта в госуправление отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных» и указу президента Владимира Путина о поправках к национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Ингушетия получит 15 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. До конца 2024 года во все регионы дополнительно поступит более 2600 машин. Автобусы распределены на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны специалистами Министерства просвещения. При этом учитывался уже существующий уровень оснащения такими видами машин. Большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы. В федеральном бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей. Обновить парк школьных автобусов в течение 2021-2024 годов правительству поручил президент России по итогам послания Федеральному собранию в 2021 году. Правительство России поддерживает инициативу о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей, следует из проекта отзыва. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы. Согласно действующей редакции Гражданского кодекса, несовершеннолетние, начиная с 14 лет, вправе самостоятельно совершать некоторые сделки, в том числе открывать вклады в банках. Как указано в пояснительной записке к проекту закона, в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей. Встречаются также и случаи финансового мошенничества. Отремонтирован подпитывающий канал Сунжинского пруда, обеспечена стабильность водоснабжения. В 2020 году плотина канала была разрушена паводком, но администрация Сунжи провела работу по ее укреплению гравием. В апреле этого года были возобновлены работы по реконструкции канала, финансируемые из внебюджетных источников. Подпитывающий канал также позволяет контролировать уровень воды в пруду, что важно для предотвращения затоплений и адаптации к возможным изменениям климата. В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий возможность приобретения отечественного автомобиля с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида. Согласно законопроекту, автомобиль должен быть произведен на территории России, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежит продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение 5 лет с момента его регистрации. Ингушский борец Алихан Полонкоев завоевал золотую медаль на турнире по вольной борьбе в честь олимпийского чемпиона Павла Пинигина. 15-летний борец уже в 3-й раз приезжает в столицу Якутии и каждый раз уезжает с золотом. Во всероссийских состязаниях по вольной борьбе в Якутске участвовали 534 юных борца.